Не соответствует нормативным требованиям 82% очистных сооружений. И каждый год рекам и озерам республики наносится ущерб в 650 миллионов рублей. На эту проблему обращал внимание и Владимир Путин. Решение: в рамках нацпроекта «Экология» в этом году начнется реконструкция казанских очистных сооружений. В республике 24 объекта уже привели в порядок. Дело дойдет и до рекультивации иловых полей. В Нижнекамском водохранилище ликвидируют бездействующие трубы. Готовится и система общего мониторинга состояния рек Татарстана. И это только часть решений на пути к чистой воде. На долю 10 самых крупных очистных сооружений приходится 87% объема общего сброса сточных вод. 42% объема сточных вод обеспечивает водоканал города Казани. Забегая вперед, скажу, что реконструкция данных очистных уже включена в федеральный проект оздоровления Волги. Работы начнутся в этом году. Но пока одни эко-проблемы республика решает при помощи федеральных субсидий, в попытке сэкономить местные бюджеты в районах забывают или не хотят убирать после себя. Районы активно пользуются возможностью экономить местный бюджет за счет увеличения добычи полезных ископаемых для собственных нужд. Однако далеко не все из них своевременно рекультивируют земельные участки по завершении работ. В конечном итоге это приводит к росту числа и площади диких карьеров. Достижением экологи называют работу по обращению с отходами. В 2020-м ликвидированы большие свалки в Мензелинске, Сабинском районе. Большая часть работ выполнена в Нижнекамском селе Прости. Здесь с советских времен свалка шин, которая периодически горела. В рамках федерального проекта в этом году может решиться и вопрос по рекультивации Самосыровского полигона. Всего за год удалось стереть с эко-карты 1500 незаконных свалок. Кстати, 80% из них это отходы стройиндустрии. Сегодня Татарстан подписал соглашение с федеральным сервисом по контролю за отходами. Полностью весь цикл документов между тем, кто образует отходы, тем, кто их транспортирует и тем, кто их обрабатывает, замкнуто в едином окне. Среди задач для экологов в 2021-м продолжать ликвидацию загрязненных объектов, переходить на системную переработку отходов, усилить контроль за карьерами и наладить работу на новых очистных сооружениях. В наших планах ввести все-таки единого еще дополнительно оператора. Там, где нет компетенций по эксплуатации данных объектов, мы будем экспериментально вводить туда этого оператора. Так что экологии сейчас не только внимание, но и контроль. При этом предусмотрены и большие деньги. Только по национальному проекту республика за 3 года получит еще больше 5 миллиардов рублей. Вообще эта коллегия изобиловала цифрами и фактами. А еще многоязычностью. Главный эколог республики говорил сегодня на 3 языках. Год такой. Быелгы елнан Херкемечен Мехим Блуен истятытып докладны Габдуллай Тукай сүзләрне белән йомгакларга рөхсәт итегез. Аларны мин туган телемдә укыйм. Таван зелге аттяннен ударайми эткере. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.